Нижегородский литературный музей имени Максима Горького представил экспозицию с фотографиями, текстами произведений автора и информацией о его творчестве. Выставка, которая расположилась в фойе Абхазского драматического театра, проводится в рамках международного культурно-просветительского фестиваля «Путь дружбы». Не только культура объединяет наши города, но и образование, спорт. И по разным направлениям проходят сейчас мероприятия в вашем городе. Безусловно, мы с нетерпением будем ждать вас со своей богатой культурой и историей в Нижнем Новгороде. Именно в Абхазии Максим Горький встретил беременную женщину и стал свидетелем рождения человека. В произведении «Рождение человека» описывается красота мира и красота человека, который приходит в этот мир. И вот наш музей привез сюда, в Сухум, выставку. Ее мы назвали «Рождение человека». И вот свое название получила она по одноименному рассказу Максима Горького. Мы очень старались, готовили эту выставку. Нам было важно показать ее здесь, в Сухуме. Сухум – город является побратимом города Нижнего Новгорода. Здесь на нашей выставке разные материалы. А многие из этих экспонатов, что вы здесь видите, переданы в музей семьей писателя. Они бережно хранились в его семье. Хранила его жена Екатерина Павловна Пешкова, две внучки Марфа Максимовна и Дарья Максимовна, жена сына Надежда Алексеевна. Их фотографии тоже здесь. Здесь и книги, здесь и переводы на абхазский язык, рукописи этих переводов, переводы поэта Кумфоломия. Посетителям выставки был также показан фрагмент спектакля «Рождение человека». Каштаны надо мной убраны золотом. Ветви граба на том берегу уже голые. Нижегородское деревянное зодчество. Именно так называется выставка, которая открылась в Абхазском государственном музее в рамках международного культурно-просветительского фестиваля «Путь дружбы». Народная архитектура – это яркое и самобытное явление в истории национальной культуры. Она отражает душу народа, его умение взаимодействовать с природой и жить в гармонии с ней. Во время экскурсии прозвучали народные песни в исполнении фольклорно-этнографического ансамбля «Светит свет» Нижнего Новгорода и абхазского ансамбля «Ахиштра». На выставке представлены фотографии памятников деревянного зодчества. На фотографиях запечатлены лучшие образцы архитектуры русского Поволжья, внутреннее убранство домов, копии костюмов, в которых ходили крестьяне в начале 20 века. Мы привезли фотовыставку «Нижегородская деревянная архитектура». Деревянное зодчество – это визитная карточка России, это уникальное наследие, которое признает все мировое сообщество за на самом деле удивительное явление народной культуры, традиционной народной культуры. Наши предки, используя только дерево, только топор, создавали удивительные сооружения, удивительные вещи, очень функциональные, в то же время красивые, изящные. Наш музей-заповедник Щелоковский хутор – это единственный архитектурно-этнографический музей в Нижегородской области. И первоочередной задачей его является сохранение памятников деревянного зодчества. На выставке представлены наши объекты, составляющие нашу архитектурную экспозицию, и также несколько объектов из Нижегородской области, городская архитектура. Выставки «Рождение человека» и «Нижегородское деревянное зодчество» продлятся до 31 мая. На них может попасть каждый желающий. Алиса Адлиба, Тимур Гугохия, Абаза ТВ.